Здравствуйте! В эфире Real Life и я его ведущая Наталья Доржиева. Место силы. Так называют природное явление посреди пустынной степи близ поселка Харбулук. И как вы уже, наверное, догадались, что речь пойдет о памятнике природы регионального значения, излюбленном в народе священном достоянии Калмыкии по версии конкурса «Дерево года России и Европы-2019» одиноком тополе. Что же это за таинственное место с точки зрения буддизма и как правильно себя на нем вести, а также как сохранить его для наших потомков. Мы сегодня поговорим с нашими гостями. И на прямой связи с нами администратор Центрального Хурула «Золотая обитель Будды» Шакьямуни Йонтен Ладой и заместитель начальника управления лесного хозяйства Министерства природы и окружающей среды Калмыкии Артур Корнеев. Здравствуйте! Здравствуйте. Очень рады, что вы откликнулись на наше приглашение и готовы к диалогу. И первый вопрос у меня будет, конечно же, к специалисту. Артур Борисович, скажите, пожалуйста, вот для определения состояния одинокого тополя к нам приезжали эксперты из Москвы. Что показали исследования и каково сейчас состояние тополя? Исследования были раньше уже проведены, были написаны специальные рекомендации еще в 2017 году, были вручены эти рекомендации, когда наш тополь победил в всероссийском конкурсе, первое место когда занял, были вручены главе Республики Калмыкия данные рекомендации нашему министерству. И все эти рекомендации были полностью отработаны. Вот в этом году была у них рабочая уже поездка у специалистов НПСА «Здоровый лес» с 14 по 17 число. Они в соответствии с рекомендациями все оздоровительные мероприятия провели в полном объеме. Нам, конечно, мы всем этим занимались. Там, знаете, они провели санитарную обрезку кроны, лечение имеющихся на стволе сухобочин, установку однокомпонентной неразрушающей системы стабилизации кроны «Кобра». Знаете, это специально препятствует разлому, потому что у нас очень сильные ветра и тополь очень раскидистый. Он еще и высокий, да? Да, очень высокий, и это было специально связано с специальными тросами. Все это оборудование применялось немецкое. Также была проведена очень такая интересная для нас, это аэрация почвы с добавлением стабилизирующих веществ для корневой системы. Эта работа действительно для нас была такая очень интересная и познавательная. Тем более такими специалистами такого уровня, международного, хочу подчеркнуть. Ну и состояние нашего тополя на сегодняшний день, оно... Состояние на сегодняшний день хорошее, хорошее. Для возраста тополя очень хорошее состояние. Тем более, все оздоровительные мероприятия были проведены. Я думаю, что наш одинокий тополь нам прослужит, он будет нас радовать, скорее, будет нас радовать еще долгие годы. А вот скажите, эксперты, они могут выяснить, сколько лет все-таки точно? Могут точную дату сказать, сколько лет тополю? В 2017 году было детальное обследование одинокого тополя. По заключению 103 года по годичным кольцам было высчитано. У них специальная аппаратура для этого имеется. И для дерева это какой возраст? Вот если с человеческим сравнивать? С человеческим это как 40 лет. О, еще молодое, да? Это очень хорошо. Да. Йонтен Гелюнг, скажите, пожалуйста, до 2013 года дерево жило само по себе, к нему не было такого прям пристального внимания, как сейчас. И в августе 2013 на территории одинокого тополя началось обустройство буддийского святилища, были воздвигнуты ступы, и туда прям просто хлынули туристы. Скажите, как священнослужитель, это не повредит дереву, не погубит его? То, что это место начало обустраиваться разными буддийскими святынями, ступами и так далее, конечно, это было сделано не для туристов. То есть у нас никогда не стояла задача сделать из одинокого тополя какое-то туристическое место. Более того, наверное, скорее мы против того, чтобы
Одинокий Тополь стал туристическим местом. То есть, конечно, мы за то, чтобы у нас в республике развивался туризм, но для этого, наверное, лучше подобрать какие-то другие объекты. Вот. Одинокий Тополь все-таки он должен быть прежде всего для верующих людей. Мгм. То есть для тех людей, которые понимают смысл, понимают значение и ходят туда с определенными, скажем, такими духовными своими потребностями, с духовными целями, а не просто чтобы посмотреть. Чтобы это было как место поклонения, да, а не просто Да, лицезрение. место поклонения, место... Просто мы считаем, что в том месте, где растет одинокий тополь, обитают божества этой местности. То есть, как вы знаете, в буддизме есть много разных божеств, да, и кроме Будд, то есть полностью просветленных существ, есть еще и мирские божества, которые мы их называем, значит, мирские божества, или же это могут быть хозяева местности, как мы по-калмыцки говорим, газрины зн. Цаганове, к примеру, да? Что? Такие, как Цаганове, да, к примеру? Да, такие как Цаганове, правильно. И вообще их много очень классов таких мирских божеств, их очень много. Вот. Они еще, конечно, не как Будды, то есть не достигли просветления как Будды, но все-таки они гораздо уже выше уровнем, скажем, духовных реализаций, чем простые люди. И, собственно, есть все признаки полагать, что именно там, в том месте, обитают какие-то мирские божества или мирское божество. Поэтому это место считается таким священным, и там, когда мы там совершаем какие-то поклонения, да, совершаем подношения, это, можно сказать, напрямую мы делаем подношения этим божествам. Поэтому все-таки это место такое сакральное и, наверное, не должно быть туристическим местом, ну, на наш взгляд. Артур Борисович, поэтому там построили ступы, все 8 видов ступ. Как вы знаете, у нас в нашей традиции есть 8 видов ступ, которые связаны с жизнью, то есть были придуманы после ухода Будды Шакьямуни, и связаны, каждая ступа связана с каким-то определенным моментом жизни Будды Шакьямуни, что как бы делает это место еще более священным, еще более значимым, вот именно с религиозной точки зрения. Кроме того, сейчас там также поставили ступу Кала-чакры, которых, как вы, наверное, знаете, не так много вообще в мире существует. И это единственная в Калмыкии, единственная в России ступа Кала-чакры, и она расположена там. И под этой ступой большой молитвенный барабан, где множество миллионов мантр. То есть таким образом верующие, приходя туда, они не только могут поклониться хозяевам местности, да, не только вот божествам этой местности, они также могут обойти ступы, тем самым накапливая благую карму, ну и покрутить барабан, конечно, с молитвами. Артур Борисович, скажите, пожалуйста, как часто на нашем тополе будут проводиться оздоровительные работы? И вот постоянное вот такое вмешательство не повредит дереву? Знаете, как победителя российского конкурса было выдано сертификат, но это на разовое обслуживание. И тем более, все-таки дереву не так часто нужен оздоровительные мероприятия. Ну, 5 лет один раз нужно делать обследование и смотреть за состоянием. Тем более у нас одинокий тополь все-таки один, и все нужно следить, смотреть за состоянием, за общим состоянием дерева. Артур Борисович, скажите, вот вы как специалист, расскажите вот вкратце об вот этих вот родниках, о каскаде вот этих родников. Ведь люди едут, набирают эту воду, и кто-то, может быть, ее принимает вовнутрь, кто-то, может, ей умывается. Не вредно ли это? Люди же все-таки не знают, как вообще, что с этой водой делать. Да, я понял. Все-таки таких данных нету, то, что вода вредит. Но верующие приезжают, набирают вот прям баклажками. Я сам лично видел, я очень часто на одиноком тополе в связи с тем, что там то оздоровительные мероприятия проходят, то еще что-нибудь. Если люди верят, и если эта вода помогает, ну, что можно сказать? Почему бы нет, да? Почему бы нет? Да, почему бы нет? Но обследования специальных поводов нет. Йонтен Гелюнг, скажите, пожалуйста, вот существуют определенные правила при посещении Хурула. Есть ли подобные правила для посещения одинокого тополя?
Ведь, как вы вот сказали, это же тоже священное, сакральное даже место для буддистов. Конечно, есть определенные правила, которые необходимо соблюдать, и это прежде всего, это примерно те же правила, что и при посещении Хурула, только, ну, конечно, с небольшими отличиями. Как я уже говорил, что это место, по нашему мнению, где обитают божества этой местности, следовательно, мы идем в гости к этим божествам, можно сказать. Мгм. Поэтому прежде всего нужно в этом месте соблюдать чистоту. То есть рядом, ну, на довольно большом радиусе от этого тополя нежелательно даже курить сигареты, нежелательно вообще, приезжая в это место, желательно предварительно искупаться, то есть чтобы нежелательно, чтобы у вас даже плохо пахло изо рта даже. То есть не стоит перед поездкой туда кушать лук, чеснок и так далее. Почему? Потому что, как я уже говорил, там обитают мирские божества, то есть те божества, которые еще не достигли просветления, а следовательно, у них в сознании также присутствует и гнев, и Мгм. привязанности, Мгм. хоть они и выше нас на духовном уровне, но все-таки у них присутствует это. И если им что-то не нравится, они могут, так как у них присутствует гнев, они могут и навредить человеку. То есть, Наказать как-то, если, да? допустим, наказать, да. Если мы будем курить возле тополя, то этот запах, он очень сильно не нравится божествам. И за это разные мирские божества могут наслать какие-то болезни. Чаще всего это бывают какие-то кожные болезни, там, проказа, или бывают проблемы потом у людей с ногами. Это, то есть, ну, разного рода могут быть проблемы. Поэтому очень важно, находясь в этом месте, соблюдать чистоту. И, ну, конечно же, кроме физической чистоты, и внутреннюю чистоту. То есть чистоту на уровне, мы говорим, на уровне тела, речи и ума. На уровне тела, ну, понятно, то есть не кидать мусор, да, не курить. На уровне речи это не надо возле этого места там выражаться Мгм. бранными словами и так далее. И на уровне ума, то есть стараться предварительно настроить свой ум, постараться породить себе правильную мотивацию и с благими мыслями идти к этому месту. Мгм. Кроме того, сейчас у нас все-таки к этим правилам, ко многим правилам добавляются еще и правила, которые, скажем, скорее предписывают нам вот специалисты. То есть сейчас этот тополь огорожден таким заборчиком, чтобы близко к самому тополю не было входа, да. Это сделано для того, чтобы люди не вытаптывали почву под самим деревом, потому что от этого недостаточно кислорода поступает к корням дерева. Мгм. Но, к сожалению, недавно мы там были и видели, что это ворота, это в заборе, просто-напросто выломали. Кто-то выломал для того, чтобы подойти к дереву, да, то есть замок сломали. Это, конечно, это недопустимо ни в коем случае, потому что люди вроде бы с хорошими мыслями для того, чтобы получить какое-то благословение, да, и какую-то пользу идут туда, но на самом деле делают только хуже себе, потому что они вредят тому месту, вредят этому дереву. Поэтому эти правила, которые предписывают нам и наши ученые, да, специалисты из лесного хозяйства, их тоже нужно соблюдать, и я бы даже их добавил бы в перечень правил, скажем, от духовенства Мгм. при посещении этого места. Ну, я думаю, что сегодня, посмотрев наш эфир, зрители, услышав вас о том, что, видите, не многие знали, да мне кажется, вообще никто не знал и ну, не думал, наверное, о том, что там живут божества какие-то, да, и вот сейчас, я думаю, услышав вас о том, что там обитают вот эти божества, люди уже будут задумываться, а стоит ли ломать, а стоит ли вот причинять вред. В первую очередь они будут, наверное, вредить себе, их же будут наказывать эти божества за это, правильно? Да. Вот, ну, в продолжение этого вопроса хотелось бы уточнить. Йонтен Гелюнг, скажите, вообще уместно ли на этом священном месте снимать клипы, вести фото, видеосъемку? Ведь очень много клипов, где жених с невестой туда приходят, да, вот они, вот это все. Оно вообще уместно? Все зависит от мотивации, с которой мы это делаем. Мгм. Если те люди, которые снимаются там, фотографируются, если они все равно породили себе правильную мотивацию, они с почтением относятся к этому месту, стараются не навредить этому месту, да, или вообще вокруг, то в принципе это допустимо. Не очень хорошо будет, если люди там будут снимать клипы и так далее, просто как вот
для, как это новое слово, для хайпа, да, говорят сейчас современные люди. Просто потому что им, ну, место известное, и им хочется на этом месте показать себя, что они как бы Хайпануть. ближе, Собрать лайков да, больше. ближе к такому духовности и так далее. Там, если кто-то будет снимать какие-то свои музыкальные клипы, просто... Ну, это, конечно, не совсем хорошо, поэтому, собственно, по этой причине у нас и, например, на территории Хурула запрещена видеосъемка, то есть внутри Хурула. Точно так же и там. Но если, я повторюсь, если же мы всегда все равно относимся с почтением к этому месту, с уважением и стараемся не навредить, то, в принципе, с благой мотивацией это можно сделать. К примеру, когда снимали клип, когда дерево заняло первое место вот в конкурсе, снимался клип, это же было сделано с благой мотивацией, для того, чтобы, во-первых, привлечь внимание людей, что это дерево нуждается в сохранности, да, нуждается в заботе. То есть такой благой мотивации клипы снимать, конечно же, можно и даже нужно. Вот. Других случаев я не советовал бы. И в завершении нашего эфира хочется подытожить, что одинокий тополь — это все-таки священное место. И только потом это победитель всероссийского конкурса «Дерево года 2019» и бронзовый призер международного конкурса «Европейское дерево 2020». Уважаемые гости, благодарю вас за то, что нашли время выйти с нами в прямой эфир. Я с вами прощаюсь. До свидания. А я напоминаю, что в эфире Real Life, и если у вас есть интересные темы, присылайте их на нашу электронную почту, адрес которой вы видите на своих экранах. А я с вами прощаюсь, увидимся завтра в это же время.